последние десятилетия спорт в Казахстане развивается особенно активно. С 2010 года в стране прошло множество крупных, в том числе и международных соревнований, таких как Зимние азиатские игры, чемпионат мира по армрестлингу, по хоккею с мячом, по боксу, по тяжелой атлетике, по дзюдо, по боксу среди женщин и зимняя универсиада. Кроме того, Казахстан постоянно усиливает свои позиции в определенных видах спорта. Так, сейчас в разгаре Тур де Франс, на котором выступает велокоманда Астана, участники которой славятся своими победами в других престижных гонках. За финалом Гранд-тура можно следить в эфире Уроспорт 1 до 28 июля, а мы рассказываем о спортивных дисциплинах, в которых Казахстан демонстрирует лучшие результаты. Велоспорт – один из столпов казахстанской спортивной традиции. Несмотря на то, что за всю историю выступлений независимого Казахстана на Олимпиадах было завоевано всего 2 медали, 1 золотая и 1 серебряная, сегодня велоспорт переживает настоящий расцвет. Во многом это происходит благодаря профессиональной команде Астана, которая уже больше 10 лет успешно выступает на самых престижных мировых гонках, в том числе на крупнейших гранд-турах. Астана 11 раз участвовала в шоссейной многодневной гонке Тур де Франс, 13 раз, в одной из крупнейших гонок Джиро д'Италия еще 12 раз, в Vuelta Испании. В генеральной классификации Джиро д'Италия Астана отмечена 3 победами. Альберто Контадоро в 2008 году и Винченцо Нибали в 2013 и 2016 годах. Еще 3 победы спортсмены команды завоевали в рамках испанского гранд-тура. Александр Винокуров в 2006 году, Альберто Контадоро в 2008 году и Фабио Аро в 2015 году заняли первые места в генеральной классификации Vuelta Испании. Кроме того, на счету Астаны десятки побед в командных классификациях и на различных этапах гранд-туров. 6 июля в Брюсселе на старт 106-го выпуска самой известной престижной велогонки мира Тур де Франс вышли Якоб Фульсанг, Алексей Луценко, Горка Исагирre, Пиля Бильбао, Магнус Корт, Луис Леон Санчес, Омар Фрайле, Уго Уль. Лидер команды Якоб Фульсанг в этом сезоне одержал победу на Льеж-Басстоgne-Льеж и Критериум Дофине. Алексей Луценко 30 июня выиграл в групповой гонке национального чемпионата Казахстана, защитив титул чемпиона страны. После того, как Фульсанг и Луис Леон Санчес покинули Тур де Франс из-за травм, команда вынуждена сражаться в усеченном составе. Однако спортсмены твердо настроены на победу и прикладывают все усилия, чтобы добиться успеха на финише в Париже. Следить за финальными этапами гонки Тур де Франс можно в эфире Уроспорт 1 ежедневно до 28 июля. Борьба традиционно сильна в Казахстане. Она находится на 2-м месте по количеству олимпийских медалей в национальном зачете. В общей сложности спортсмены независимого Казахстана завоевали 17 наград на летних играх. В 1996 на Олимпиаде в Атланте золото по греко-римской борьбе взял Юрий Мельниченко, а Маулен Мамыров – бронзу в вольной борьбе. Ислам Байрамуков, борец вольного стиля, принес Казахстану серебро на играх в Сидне в 2000 году. В 2004 в Афинах серебряные медали завоевали Георгий Цурцумия, греко-римская, и Геннадий Лалиев, вольная, а бронзу – Мхитар Манукян, вольная борьба. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году Казахстан завоевал 4 бронзовые медали. Марит Муталимов и Елена Шалыгина в вольной борьбе, Нурбахыт Тенисбаев и Асет Мамбетов в греко-римской. Из 9 медалей национальной сборной на играх 2012 года в Лондоне 3 приходится на борьбу. Бронзу в вольном стиле взяли Акжурек Танатаров и Гюзель Манюрова, в греко-римском – Даниял Гаджиев. Манюрова повторила свой успех и на следующей летней Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, где выиграла серебряную медаль в вольной борьбе, а компанию ей в призовом зачете составили Ларионова Екатерина и Эльмира Сыздыкова, бронзу в вольной борьбе.
В апреле 2019 года сборная Казахстана по вольной борьбе заняла третье место в командном зачете на чемпионате Азии, который проходил в Китае. На соревнованиях особенно успешно выступали Нурхаджак Айпанов и Данияр Кайсанов, завоевавшие золото, Саидбек Акасов, взявший серебряную медаль, Гулымжан Усербаев и Алишер Ергали, выигравшие бронзовые награды. Кроме того, близится чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который пройдет в столице Казахстана уже в этом сентябре и станет квалификационным отбором на Олимпийские игры в Токио 2020. Бокс по праву можно назвать коронным спортом Казахстана. За годы участия страны с собственной национальной сборной на Олимпийских играх с 1994 года больше всего медалей заработали именно боксеры. На их счету 22 награды, 7 из которых высшей пробы. Легендой в этой дисциплине стал Василий Жиров, олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэлла Баркера 1996, который вручается самому техничному боксеру Олимпиады, чемпион мира по версии в 1999-2003 ГГ, чемпион Североамериканской боксерской организации по версии УБО 2003 год, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, кавалер ордена Парасат. Еще 2 золотые медали привезли с Олимпиады 2000 в Сиднее боксеры Бекзат Сатарханов и Ермахан Ибраимов. В Афинах 2004 чемпионом стал Бахтияр Артаев, а на играх в Пекине 2008 олимпийское золото по боксу взял Бахыт Сарсигбаев. Успешной для Казахстана стала и Олимпиада в Лондоне в 2012 году. Боксер Серик Сапев завоевал не только чемпионский титул, но и Кубок Вэлла Баркера, серебряной медали удостоил. Саадильбек Ниязымбетов, а бронзовые награды принесли стране боксеры Иван Дычко и Марина Вольнова. Кроме Олимпийских игр, казахстанские боксеры успешно выступают и на других соревнованиях. Так, в октябре 2013 года в Алматы проходил первый домашний чемпионат мира по боксу, ставший рекордным по количеству стран-участников – 116 стран. На чемпионате Казахстан занял первое место в медальном зачете. Всего было завоевано 8 наград. 4 золотые – Биржан Закыпов, Мирей Акшалов, Данияр Елеусинов и Жанибек Алимханулы. 2 серебряные – Адильбек Ниязымбетов и Иван Дычко, и 2 бронзовые – Кайрат Ералиев и Берик Абдрахманов. Не менее ярко выступают в этом суровом виде спорта и женщины. В 2016 году Казахстан принимал чемпионат мира по боксу среди женщин и вновь занял первое место, завоевав 6 медалей. Золотых наград удостоились Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Валентина Хальзова и Ляззат Кунгебаева, а бронзовых – Жайна Шекербекова и Айжанка Жабекова. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.